Около села Актемца Хангаласского района Якутии уже больше 50 лет работает комплексная экспериментальная установка. Она регистрирует приходящие из космоса частицы сверхвысоких энергий, которые образуют широкие атмосферные ливни, кратко ШАЛ. Широкие атмосферные ливни – это результат взаимодействия космической частицы, которая прилетела к нам из космоса. Она имеет большую энергию, разных энергий бывает, но те, которые мы ловим, это 1017, 1020 электрон-вольт, ускоряются на ударных волнах при взрыве сверхновой или в активных ядрах галактик. При столкновении с атмосферой эта частица дает множество осколков, летит к нам в виде конуса, которое называется широким атмосферным ливнем. По размеру этого ливня можно судить о энергии этой частицы. Разных энергий частицы в разном количестве присутствуют, то есть проходят через нас. Те, которые мы изучаем, они довольно редкие, не оказывают серьезного влияния на здоровье людей. Но есть такие даже предположения, что, возможно, вымирание видов массовые происходили именно из-за взрывов сверхновых и из-за этих частиц, которые прилетали в большом количестве на планету. Ливни анализируются нашими сотрудниками в Институте космофизики. Подобные установки есть в мире, в Аргентине, например. А почему для их установки был выбран именно село Актемца? Это было связано с тем, что здесь не было в то время сильных шумов электромагнитных, и отдаленность от города позволяла за небольшое время приехать сюда и настраивать оборудование и так далее. Плюс еще здесь засветки не было световой. Лаборатория для наблюдения и изучения ШАЛ была создана одновременно с Институтом космофизических исследований СОРАН в 1962 году. Ее создателем и руководителем до 1985 года был якутский ученый Дмитрий Красильников, чье имя установка носит по сей день. Установка состоит из сети 59 равноудаленных друг от друга станций, оснащенных специальными детекторами. Они расположены на площади 3 квадратных километров. Из них на сегодня работает 32, причем 3 станции установлены на глубине 3 метров под землей. Вот мы находимся в мионном подвале, где регистрируются мионы. Я говорил, что станция наблюдения, которая снаружи находится, на поверхности Земли, это электронно-фотонная часть. Сюда только проходят мионы. И вот оборудование, куда информация приходит сейчас оттуда. Наши детекторы никакого вреда человеческому организму не приносят. У нас стоят здесь только детекторы. Детекторы сами находятся, левый и правый. И вот иллюзионный там есть. Самое главное, станция наблюдения, это модернизированная, называется БСС, блок согласования и синхронизации. Вот с этих детекторов сюда информация приходит. Если приходит ливень, то здесь срабатывает сразу сработка. Они одновременно должны сработать. Это называется двойное совпадение. А ливень – это когда на 3 таких станциях одновременно приходят одновременно сигналы. Фиксируется ливень малый, один треугольник. Если чем больше ливень, тем мощнее ливень, тем больше треугольников этих срабатывает. И ливень, если большой энергии 10-19 и выше, срабатывает более 20 станций одновременно. Здесь находятся пластики. Пластики они чувствительные, светочувствительные пластики специальные. Вот эти частицы, которые наиболее нас интересуют, это 10-19 электрон-вольт мощностью, да? Они приходят в месяц один раз, а может быть в 3 месяца один раз прийти. И в год получается 5-6 ливней с большой энергией. Со слабой энергией они постоянно идут. Они тоже изучаются ежедневно, идет обработка, но делаются соответствующие выводы. Здесь несколько устройств. В крайнем правом шкафу это 3 блока, это блоки синхронизации и приема данных. Они синхронизируют время между станциями. Они позволяют нам регистрировать события, которые приходят, ШАЛ, и ставить метку времени так, чтобы точность между измерениями была порядка около 6-10 наносекунд.
И в то же время она позволяет передавать данные от станции сюда в центр. Получается, до каждой станции идет отдельный оптоволоконный канал связи. По вот этим желтым кабелям он приходит сюда и выводится на сервер. Вот здесь вот у нас сервер стоит, который получает эти данные и хранит в базе данных. Здесь вот тоже система сбора, но она уже просто принимает данные. Это временное переходное устройство, называется ретранслятор. Оно заменяет кабельные коаксиальные линии. Раньше установка работала по коаксиальным линиям, то есть это такой кабель с оплеткой из центральной жилы. То есть до каждой станции был такой кабель, и по нему передавались сигналы о количестве частиц на детектор пришедших. Так как кабельные линии, они подвержены, такие коаксиальные кабельные линии, подвержены воздействием грозовых разрядов, там, наводок разных, поэтому от них со временем отказались и перешли на оптоволокно. Вот этот узел, получается, ретранслятор, он собирает вот эти все сигналы и передает по вот, тоже оптическим линиям уже вот в старую установку, которая вот работает. Вот эта вот конкретная установка работает с 1984 года. Якутская комплексная установка ШАЛ единственная в своем роде в стране. Она входит в реестр уникальных научных установок России и является одной из крупнейших для регистрации широких атмосферных ливней в мире. Результаты работы установки ШАЛ за 2023 год признаны одними из наиболее значимых фундаментальных результатов сибирского отделения РАН. Получено много таких выдающихся результатов, в том числе отмеченные государственными наградами, такими как Ленинская премия и так далее. Ну, в числе них можно назвать воспроизведение спектра космических лучей в очень широком диапазоне, потом регистрация частиц максимальных энергий, то есть это в районе 10-20 электрон-вольт. Может, недавно слышали, что вот по всем СМИ прошла информация, что была зарегистрирована самая мощная частица американской установкой. Но на самом деле в 80-х годах вот на нашей установке тоже были зарегистрированы такие частицы. То есть это кто в первый, это, значит, еще неизвестно, то есть, скорее всего, это даже мы были первыми. Естественно, было много результатов, которые можно подчеркнуть, там, ну, имеется в виду физических результатов. Но в том числе один из результатов, который в прошлом году попал в список наиболее выдающихся результатов сибирского отделения, состоит в том, что вот современные модели, которые описывают вот это взаимодействие, значит, этих частиц, было установлено, что другие эксперименты договорились, что эти модели дают неправильные результаты какие-то, и надо эти модели исправлять, там, вносить правки туда, ну, описывающие вот этот сам процесс. Но как оказалось, что вот наши измерения показали, что эти модели на самом деле работают правильно, то есть никаких там противоречий нету, и, значит, вот этот результат потом был оперативно, он подтвержден уже другими исследователями из других стран, немецкими, японскими исследователями был подтвержден наш результат, что он действительно правильный, и такого, значит, противоречия нету. Вот за всю историю было, естественно, много результатов. За 50 лет там это уже всех не перечислить, там, естественно, поэтому результаты нашей установки, они вносят большой вклад во всю мировую науку, вот, в знания вот, в области физики космических лучей, в отрасль, ну, как бы науку, как науку, да, вот именно. То есть в том числе, получается, и в ядерную физику, и как физику в целом. Ну и в целом, как границы понимания человечества, они расширяются. Ну, то есть, как говорится, генерация новых знаний, вот в чем заключается наш результат основной.